В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Россия вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. По итогам 2018 года Российская Федерация занимает 9-е место, говорится в исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы от аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. Больше всего прямых инвестиций российские проекты получили в 2018 году от компаний из США, Германии, Китая и Франции. Лидером стал агропродовольственный сектор. Также инвесторы вкладывались в производство машин и оборудования, в производство химических продуктов и пластика. В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Республика Саха-Якутия представлена на форуме в числе инновационных регионов. Официальную делегацию республики на форуме возглавляет глава Якутии Айсен Николаев. В четверг он подписал с директором фонда Росконгресс Александром Стуглевым соглашение о сотрудничестве между правительством Якутии и фондом Росконгресс. Соглашение предусматривает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом. Способствует совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности. Сотрудничество между правительством Якутии и Росконгрессом поспособствует продвижению инвестиционного и экспортного потенциала региона, окажет поддержку социально значимых проектов посредством организации выездных сессий. Ожидается, что Якутия также подпишет соглашение о поддержке частных компаний, развитию IT и образования. Запланированы встречи с представителями Росгеологии и Роскосмоса. Якутия выступила одним из активных инициаторов разработки программы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой правительством Российской Федерации. Участие в программе будет способствовать развитию сел республики. Будут созданы сопутствующие условия обновления инфраструктуры на основе финансирования из федерального бюджета. Госпрограмма предусматривает реализацию мер, направленных на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения, создание комфортных условий проживания. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» начнет действовать с 2020 года. В феврале Минсельхоз Российской Федерации планирует заключить финальные соглашения с субъектами, учитывающие необходимые мероприятия и объемы финансирования. Мирнинский район республики представит перед потенциальными инвесторами проекты полигона твердых коммунальных отходов и план строительства Дворца детства. Нынешний полигон ТКО расположен в пределах городской черты в непосредственной близости от аэропорта и эксплуатируется 26 лет. Уже заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство нового полигона. Его планируется разместить в 20 километрах от Мирного по автодороге в сторону Ленска. Срок эксплуатации данного полигона будет не менее 25 лет. Планируемая площадь 30 гектаров. Получение экспертизы планируется в третьем квартале 2020 года. Строительство объекта будет идти до 2022 года. Другой проект «Дворец детства». Уже разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство объекта планируется начать в этом году с завершением в 2021. Финансирование будет идти из районного бюджета и средств акционерной компании «Алроса». Отметим, что инвестиционный форум «Западная Якутия. Новые возможности» будет проходить с 13 по 14 июня в Мирном. Компания «Алроса» подвела итоги международного аукциона по реализации алмазов специальных размеров, который проходил в Нью-Йорке. Выручка по итогам аукциона составила 8 миллионов 800 тысяч долларов США. Компания реализовала 101 камень ювелирного качества общим весом 1550 карат. В торгах принимали участие около 90 фирм из США, Израиля, Индии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Гонконга. Представленный ассортимент состоял из алмазов стандартного цветового ряда, и значительная их часть была реализована с хорошей премией к стартовой цене. Напомним, что офис «Алроса» в Нью-Йорке возобновил свою работу в прошлом году. До конца 2019 года компания проведет в США еще 2 алмазных аукциона. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.